Я Сайдхамидов Сагамирот Азизович, Республика Таджикистан, город Душанбе. Я ехал по Москве по работе. Я на работе был. На улице Алабьяна, дом 21, строение 1. И меня остановили сотрудник полиции ДПС с 2-го полоса. И он меня спросил документы. Я ему отдал документы. Потом проверил права и спросил перевод права. Я ему отдал. Потом он мне спросил, говорит, у тебя есть время час, полтора, 2 часа. Я сказал, нет, я очень тороплюсь, я работаю курьером официально. Я не могу, у меня все по времени. Я уже с клиентом созвонился, мне надо все по времени отвезти. И они мне сказали, пошли, тогда напишешь отказ, что не пойдешь к врачу. Я сказал, это ничего не грозит. Они сказали, что не переживай. Он потом, который меня остановил, передавал водителю ДПС на машине Hyundai, не помню. Потом они мне сказали, что напиши отказ. Потом он протокол создавал и сказал, что так напиши. Я написал так. Что написал? Но я написал, что не пойду к врачу, времени нет. Он мне так диктовал, сказал, так напиши. Я написал так. И я спросил 2 раза у водителя, я говорю, товарищ командир, ничего не будет, не грозит, ни штрафа, ничего. Он сказал, ничего не будет, не переживай. Потом он дал мои документы, я уехал по работе еще. Уехал на своем автомобиле? На своем автомобиле. Они ничего не вызвали, не взяли машину, даже ключи не отобрали, ничего не сказали даже. Вот были понятые люди, были, которые... Никого не было, просто вот этот гаишник, который... Я почему говорю, у тебя были понятые, вот в этой бумаге, где протокол у вас написано, сам господин один сотрудник, он является свидетелем, понятым свидетелем. Ну, наверное, кто меня остановили там, походу. А как вы узнали, что у вас лишает права? Ну, я ехал 4 часа утра или 4:30, и так на работе поехал на своей автомобиле. У меня это 2 сентября было. А тогда, когда случилось? Тогда был протокол 19 число. 19 июля. Июля. Да. Я на работе был. Да. Это будет у нас вторник. Это рабочее время. Я никогда не пил и не буду пить. И не курил, ничего. Но вы узнали у сотрудника другого? Да. Меня остановили сотрудники милиции, ДПС, и сказали, ваши документы я отдавал. Потом он говорит, сейчас давай проверим, у тебя штраф есть? Я говорю, у меня вообще штрафов нету. Он потом проверил и смотрел, говорит, у тебя скоро прав будут лишать. Я в шоке был вообще. Я говорю, как это так? Я говорю, говорит, вот так, говорит, ты скоро будешь штраф платить 30 тысяч, и у тебя будет лишение прав. Я говорю, как так? Я говорит, вот так. Потом я искал через интернет, вот это все. Потом нашел, какой ГАИ, Смольный дом 6, я туда поехал, и сказали, что я обратился в дежурный и говорю, так, говорит, где твой протокол? Я сказал, мне ничего не дали. А он мне не поверил, говорит, не может быть такого. Я говорю, как не может быть такого? Они мне не дали, ничего не дали. Мне никто не говорит, что у меня будет лишение прав. Они мне сказали, что не может быть такого, а другой сказал, давай отправь ее в 103-й кабинет, пусть там он знает, а так до вечера будете разбираться. А потом я пошел, поднимался, поехал. Я сказал, вот вчера я узнал, у меня будут лишить права. Он посмотрел, сказал, что тебя не лишили, и у тебя участок 78, судебный участок, Флотская 78. Я вот открыл, когда вот это ГАИ, Смольная улица, там вышла реклама, что юридическая компания, мы вам поможем, отправьте свой номер телефона, я отправил свой номер телефона, и мне позвонили, объяснил ситуацию так, что... Юридическая компания не сказала? В тот же день, да, как узнал 2 числа, да, я обратился в юридическую компанию на Мясницкая улица, дом 24-27. Я там ждал долго очень, почти 2 часа. Потом они мне приняли. Написал заявление, ситуацию объяснили, как было. Сказали, что мы посмотрим твое дело, мы будем... Они требовали 23 700, по-моему, так, 750 или 3. Потом я сказал, что вот это дело мое решим или нет. Они сказали, ты не первый у нас человек. Потом он мне обещал, что позвонит в воскресенье, там у нас будет воскресенье.
Потом я позвонил 5 числа и отказался от них. Говорю, я не нуждаюсь в ваших требованиях, все сам узнал. И я Вы им дали деньги? 1000 рублей только задаток. Сказали 1000 рублей задаток, потом 15 час надо было отдавать, потом 5 числа час. По частям договорились, там, у меня есть до сих пор этот договор. Договоров не было у вас? У меня договор есть до сих пор. Потом я позвонил, сказал, что я хочу расторгнуть договор. Они сказали, хорошо, мы вам позвоним. Не звонили. Они на мигрантов деньги делают. Я многим уже предупредил. Дания организация, которые... И они думают, что мигранты это скоты. И нечего туда ходить. Я Давно по них уже тюрьма плачет. Там очередь граждан России много, там... Даже граждане России, да? Да, там очередь столько, я почти 2 часа стоял. А когда суд у вас? Суд 20 число, 11:30. Сегодня какое число? Сегодня у нас 19. Меньше сутки остались. Ну да. Завтра вас приглашает в суд, Да. вас лишают прав, правильно? Да. Как будем дальше делать? Не знаю, вот за это я к вам обратился. Мне сказали, что вот Карамашев Шариф тебе поможет. Это... Ну, давайте я Хорошо. расскажу, вот раскройте картину, да, интересно. У нас на этой неделе уже вы 8-й. Всех таджиков останавливают, всех говорят, заходите к нам в машину, сотрудника ДПС, составляют протокол, и вам не дают протокол копию. Не дали. И всех, вас всех одна и та же статья. За, значит, отказ пройти медосвидетельствование. Вы отказываетесь. Но при этом вам не дают ничего абсолютно. Не Ну, дали. именно таджикам делают. Понимаете? Но у вас еще помимо этого там есть штраф 30 000 рублей. Даже написано протоколы 30 000 У рублей. меня зарплаты такой нет. Вот вам 30 000 штрафов. А у вас еще есть, помимо этого, вы получили вид на жительство в российском государстве. Вот здесь. Вот если судья решение сейчас примет, да, со слов сотрудника полиции, вот в протоколе здесь один заполняет, как чужая фамилия, да, ну один сотрудник, Да, а второй вообще сотрудник, он является свидетелем. А он не был когда... Даже в бумаге даже можно определить совсем другой почерк. Вот в этом бумаге. Вот таких у нас уже в последнее время стала мода. Знаешь, как вот для нашли новую работу сотрудника полиции, как избавиться от таджиков в России. Раньше они наркоту бросали, это продолжается, их обвиняют в наркоту. Потом их брали таджиков, знаешь куда? Спецприемников, с документами, которые есть прямо спецприемник. А у кого документы нет, они сразу отпускают, ведут в суд. Потом вообще по 50 человек в день, даже судью их депортируют. Потом, когда приводят спецприемник таджиков, их там продают. Вот приезжает родственник, говорит, я хочу там посещать своих родственников, да? Они говорят, дай 5000 рублей, вы будете разговаривать со своим родственником. Помимо этого, если хочу отправить родственников в Таджикистан, хотя эта задача стоит перед российским нашим государством, они должны решать. Они говорят, билет на самолет, когда стоит 16 000, они говорят, принесли 25 000 или 30 000. Вот сегодня новая стала, значит, наука нашего российского дорожного ДПС, что гражданам надо от них избавиться от таджиков. Обратите внимание, вот именно единственная нация, которая в России не пьет, это таджики. Потому что их посещаем, очень большие, даже знают, когда у нас молитвы читают. Сейчас решили, что мы не пьем, а нас говорят заочно, вы алкоголики, тунеядцы. Вот что вам надо будет сейчас. Смотрите, это для нас, это не первый случай. Конечно, мы готовим документы сейчас, вам подготовим документы. Сейчас, завтра идете на основании вашего заявления, на основании этого протокола, который я посмотрел, вы передаете ходатайство от вашего имени и от нашей организации, что дело перенесли на дополнительное время, там судью просит, да? Что будет? Я буквально с вами разговариваю, благодаря вас, сотни наших автомобилистов, таджиков, которые имеют водительское, они должны сюда прийти, пока не поздно. Получить от нас бумагу, которая когда покажет сотрудник ДПС. Прошу при осмотре машины вызвать, допустим, понятые. Прошу предоставить, значит, диаспора предоставит вам адвокатов, правозащитников. Все должны сюда прийти и получить эту бумагу, потому что вы не можете завтра вашу машину бросить наркотиков. Хорошо, что только у вас лишили по пьянке, вы не пьющие. А если там оказывается наркота, вы не имеете права с места уходить. Вам даже, смотри, ключи у вас в кармане, права вам передали, Да. документы вам передали, Да. протокол не выдали, сказали до свидания, а по идее это по закону что нам положено? Вызвать эвакуатору, арестовать вашу машину, Да. в том числе вас, соответственно, не разрешив сесть за руль, это все было нарушено. Как будет смотреть на это вышестоящих органов государства, я думаю, Таджикистан должен обратить внимание.
Но видишь, как получается. Вы пришли, вы сейчас говорите. А мы вам поможем. И дальше посмотрим. Может, другие средства массовой информации, что он будет. Так нельзя дальше. Человек законопослушный, у вас патент. Был раньше, сейчас хорошо у вас вид на жительство. Все законы законопослушны. А с вас делают что? Последовательно называемый так. Человек сорт непонятный какой. Поэтому я надеюсь, завтра в суде вам то, что здесь будет дано. После этого в суде еще встречаемся. И бояться не надо, надо говорить правду. Надо говорить правду. Все, спасибо.